Богатой на политические события выдалась эта неделя в Татарстане. Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Госсовета Татарстана обзвонил жителей республики. Лидер единороссов Татарстана отвечал на вопросы, поступившие в колл-центр онлайн-проекта «Мой депутат». Напомню, в общественной приемной партии «Единая Россия» работает колл-центр онлайн-сервиса «Мой депутат». Интернет-проект дает возможность жителям познакомиться с каждым кандидатом, задать вопрос, поднять проблему, дать наказ. Фарид Мухаммедшин стал 30-м в списке дежурных по колл-центру. Все больше набирается количество людей, которые обращаются вот в таком режиме. Нам это, с одной стороны, конечно, это нагрузка, это ответственность, но с другой стороны, мы все больше узнаем, какие проблемы волнуют людей. И для этого мы продумываем какие-то новые меры решения этих проблем. На этой неделе на связи с татарстанцами был и министр сельского хозяйства Марат Ахметов. Всего с начала работы сервиса татарстанцы прислали почти 2000 наказов и предложений. Есть возможность через эту систему общаться, выслушать друг друга, услышать, а потом еще, изучая проблему, обратно вернуться к этой проблеме и уже взаимно информируя того избирателя, который к тебе обращается, уже находить какие-то решения будущее, тем более оставаясь ответственным за выполнение этого наказа. Задать вопросы и рассказать о том, что волнует, можно не только в рамках онлайн-сервиса «Мой депутат». Заработали мобильные приемные «Единой России». На этой неделе волонтеры и кандидаты в депутаты приехали в Лаишевский район. Для жителей это отличная возможность поделиться своими проблемами и оставить наказы. Всего по Татарстану будут ежедневно, кроме понедельников, ездить 6 таких автобусов. Они охватят 650 населенных пунктов. В избирательном штабе ЛДПР на этой неделе обсуждали текущие вопросы предвыборной кампании, выпуск агитационной продукции и формат общения с населением. Кандидаты знакомились с задачами и порядком работы на участках в день выборов. В Татарстанском штабе коммунистов России обсуждали творческие вопросы, съемки видеороликов, выпуск партийной газеты и какие нужно печатать листовки. На этой неделе ЦИК зарегистрировал представителей партии, кандидатов в депутаты по списку и в одномандатных округах. Впереди встречи с избирателями. Уже второй день во всех сайтах, каких-то телеграм-каналах кипит мой телефон. Даже вчера звонили из США. Уходит или не уходит в отставку в разгар избирательной кампании первый номер партсписка КПРФ Хафиз Миргалимов. Эту интригу он собирался развеять сам на срочно собранной на неделе пресс-конференции. Но выступая перед полным залом журналистов, которых крайне редко в таком количестве можно увидеть на партийных пресс-конференциях, Хафиз Гаязович точки в вопросе так и не поставил, уходит он или нет. Мое мнение есть, об этом я доложу, а потом, если нужно, еще раз соберу пресс-конференцию. Потому что я солдат партии. Просто так, хотя внутреннее решение принял, не могу без согласования руководством партии. На этой ноте, казалось бы, все должно было и закончиться. Ждите, мол, следующей пресс-конференции. Но когда еще соберешь такой состав журналистов? Руководители КПРФ решили воспользоваться моментом и затронули еще одну тему. Пожаловались на то, что на них якобы оказывают всяческое давление. Вчера, по-моему, в Новосанском территориальной избирательной комиссии вплеснули коммунисты России, их кандидат, какой-то нашему кандидату химический состав. Ожоги получилось. С этой точкой зрения не согласился представитель коммунистов России Василий Новиков. Оказывается, он все это время был в зале и слушал выступление. Я прошу прощения. Хафиз Гаязович известный лжец. Его уже по решению суда. Его по решению суда уже. Это Василий Новиков? Вот это как раз тот человек, который вчера. Так, минутку, не мешайте. В итоге Василия Новикова вывели из зала. Через час свою позицию он объяснил на пресс-конференции в штабе коммунистов России. Его позиция не он провокатор, а его провоцируют на ровном месте. Я выходил, он идет, мы с ним столкнулись. У меня в руке была вода, на него попала. Какая-то женщина пожилая, которая оказалась его матерью, набросились на меня. Потом стали истерику, прям комедию ломать. А сейчас они на пресс-конференции на своей заявляют, что это едкая химическая жидкость. Это они явно у Навального взяли. На встрече с журналистами коммунисты России тоже пожаловались, но уже на КПРФ. Нанятые юристы, московские, со стороны КПРФ, а денег у них немерено, мы знаем, сколько они с бюджета получают. Зюганов получает около 2 миллиардов рублей в год. Нанятые эти юристы начинают проверять подписи, начинают ходить по ТИКам, по ЦИКам, мешают нам работать.
постоянно проводят провокации с их стороны, вот этих юристов. И сейчас вот, например, в ТИКе Новосавинского района вызвали даже, по-моему, полицию там, ТИК вызвал полицию, потому что идут провокации вот со стороны члена комиссии совещательного голоса Яковлева от КПРФ. То есть вы понимаете, уважаемые граждане, как тяжело нам это было. И нас, как вот первый раз, в 2014 году нас снял КПРФ, мы не ожидали, мы собрали тогда тоже подписи. На этой неделе с заявлением вышло и руководство Центральной избирательной комиссии Татарстана. В ходе избирательной кампании, отмечает секретарь Надежда Борисова, мы видим, как представители КПРФ проводят политику провокаций в отношении избирательных комиссий. Ряд ситуаций с участием представителей КПРФ подтверждают их некорректное поведение, которое не соответствует нормам закона. Член комиссии правно-совещательного голоса от КПРФ также вел практически на ежедневной основе ознакомление с документами других партий. Однако 1 августа, не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что ему документы на ознакомление не выдают. Потом он расписался в объяснительных показаниях, что претензий комиссии не имеет. А вот как ситуацию на левом фронте комментируют представители других партий. Ну, у них давняя дружба. Вот, то есть коммунисты России возникли в Татарстане как часть людей, которые в свое время выступили против Миргалимова и были исключены. И с тех пор они, в общем-то, выступают против КПРФ. А то, что сегодня проделывают наши, партии, к сожалению, не делает им большого плюса в глазах нашего народа. Потому что это, нет повода для каких-то для конфликта, а необходимо просто бороться за голоса своих избирателей. Это вот мое такое мнение. Вот, я считаю, что, скорее всего, это погоня за дешевым пиаром. Такой запомнилась нам эта неделя избирательной кампании. Похоже, дальше будет еще интереснее.